Итак, приветствую вас, друзья. Хотел бы поделиться своим мнением по поводу якутского клинка. Вот отслесарил на днях такой клиночек. Вот, назвал его Техноякут, но название уже было придумано до меня. Ну ладно. Значит, какие отличия у него? Узкий дол. Такой, как, допустим, там на Финке, еще где-то там. Вот. Я видел, кстати, на старых фотографиях именно чаще всего встречается именно узкий дол, чем широкий. Это имеет свое значение, конечно же, и имеет какое, сейчас объясню. Так, имеет оно значение, во-первых, рабочая часть вот этой зоны, да, режущей кромки, которая будет потом сдвигаться к долу, она увеличивается. То есть на широком доле, допустим, вот таком, она будет иметь узкую часть. Сейчас покажу на рисунке. Вот, допустим, широкая часть, широкий кованый дол, да. Он сейчас является самым популярным, по-моему, в ножевом мире. Вот. И хорошо продается. Ну, какой здесь минус? Сейчас объясню, какой здесь минус. Самый большой минус здесь это, конечно же, то, что он будет вот здесь срабатываться быстро. Если же этим ножом часто пользоваться, вот эта часть будет срабатываться, и будет она, похоже, через год-два активной работы сточится вот в такую часть, получается. Вот эти так 5-4 миллиметра они уйдут. Вот, подойдут они к этому, к обуглероженному слою, вот, который закалку не берет, он насыпается. Все, кто делает закалку, сами они знают, ребята, что эта часть, уже можно сказать, негодная часть металла внутри этого дола. Она красиво смотрится вот так, но держать режущую кромку эта часть не будет. То есть дальше за ним, это где-то полмиллиметра металла, она уже будет более-менее нормальная, хорошая. Но все-таки нож будет выглядеть вот так. И здесь будет деление на негодную часть металла и дальше годную. То есть получается будет он как бы осыпаться, обваливаться, вот эта режущая кромка с одной стороны. То есть какой будет комфорт при заточке, при работе с таким клинком, я не знаю. То есть если покупать и, допустим, он у вас лежит дома, и вы им там раз, не знаю, в год там что-то поработали, не поработали, или же просто режете колбаску и обратно ложите в шифонер, он у вас там лежит, не пользуетесь, то, конечно, десятилетиями эта режущая кромка будет работать и работать. Сноса ей не будет. Но если активно им пользоваться, активно подчеркну, то она превратится очень быстро в такую кромку, которая будет обваливаться. Вот, поэтому узкий дол, скорее всего, будет практичнее. Это во-первых. Понятно, да? Ну, а вторая тема, которую я хотел сказать по этому поводу, это, конечно, обратная сторона медали. Это линза, которую многие предприятия делают на этом Якутии, они прям вот такую выпуклую линзу, как у ложки делают. Я уже сталкивался очень часто с такими клинками. Это просто бич, короче, какая-то беда. Ну, не знаю, такие ножи обычно не работают. Они или конкретно так волной уходят при резе, потому что их просто нереально. Так, по заточке. Значит, здесь спуск прямой и легкая подлинцовка, потому что финиш я делал на лентах на руках. То есть получается там микро, короче, такой вот небольшой завал есть. Это во-первых. Во-вторых, заточку я делал именно с этой стороны, на угол 25 градусов на сторону. Затачивал я на профиле К03. В общем, заточка выходит до того, как выходит сюда заусенец, то есть идет грубыми камнями, потом средним камнем, потом выходит на камень 20-14. Все-таки точите, и чувствуете вот этот заусенец здесь большой, и уже где-то камнем 20-14 под этим же углом 25 градусов просто делайте в одно движение, срезаете заусенец.
Ну, потом 7/5 проходите до зеркальца такого. И также на сторону, на эту же 25 градусов снимаете как бы этот микрозаусенец. Получается угол у вас 25 градусов на сторону, а с этой стороны у вас получается микро подвод тоже на угол 25 градусов, но его даже не видно. При такой заточке удобно получается, если где-то в дороге, да, там в лесу, в работе подправить якут. Каким образом? То есть просто как дедушка раньше, да, точил вот таким способом на себя, от себя, на зерно. Ну, лучше, конечно же, на зерно, чтобы не стягивать заусенец, не вытягивать его. И просто потом, когда чувствуете, что с этой стороны выходит заусенец, снять его вот таким движением. Все, нож будет быстро заточен. Очень удобно. Ну, мои лично такие вот выводы по якутскому ножу. Такое мнение пока на данный момент сложилось. Всем здоровья, всем пока.